Здравствуйте, меня зовут Владимир, я преподаватель в Сатпаев Университете, я преподаю различные предметы, связанные с архитектурой, веду исследования, связанные с архитектурой, делаю проекты, связанные с архитектурой. Направление исследований, которыми я в первую очередь занимаюсь, является BIM-технологии, Building Information Modeling, и архитектурная фотография. Сейчас это то направление, которым я увлекся. Призвание? А, На самом деле, когда я заканчивал школу, я хотел поступить вообще в физмат, потому что я учился в физмате и был нацелен на это. Но я внезапно заболел и пропустил очень много, и когда уже догонял, понял, что мне самостоятельно заниматься физикой, математикой немножко скучно. Вот, и поэтому при поступлении у меня произошел сдвиг сознания. Я понял, что надо поступать туда, где я буду заниматься тем, что мне интересно, и таким образом я попал в архитектуру. И ни разу об этом не пожалел. На самом деле везде. То есть, еще раз подчеркну, архитектура очень широкая по своему охвату специальность, и она касается всех сфер жизни человека. Поэтому где-то вдохновение приходит при наблюдении того, как люди живут, что им нужно, что им мешает жить и так далее. То есть, потому что мы, фактически архитекторы, организуем пространство для жизнедеятельности человека. И человек один из главных таких элементов, который вдохновляет на то, чтобы организовать это пространство правильно. Естественно, природа, опять же, потому что природа достигла в том, чтобы обеспечить оптимальные, какие-то оптимальные решения, оптимальные конструкции наивысших результатов, которых нам никак не достигнуть, потому что у нее было на это миллионы лет. Поэтому природа, естественно, всегда является вдохновителем для всех на самом деле, не только для архитекторов, для художников, инженеров и так далее. Но немножко сложный вопрос. Успешность для кого? Мгм. В нашем конкурсе я буду считать, что проект удался, если он будет достаточно амбициозным. Мы говорили об этом, стоит такая задача. Если он будет интересным и инновационным с точки зрения того пространства, которое для ученых будет создано. Если он будет реализуемый и будет понимание того, как он должен быть реализован именно в Казахстане. И да, что очень важно, если в этом конкурсе будет привязка именно к Казахстану, к казахстанской культуре, я подчеркиваю, казахстанской, к каким-то традициям, которые в Казахстане уже сформировались, к каким-то государственным интересным тенденциям и так дальше. Мгм. Конкурс НТЦ – это конкурс научно-технического центра будущего, который задумывался как, с одной стороны, возможность для организаторов получить видение молодых архитекторов на то, каким может быть идеальный научно-технический центр, с другой стороны, соответственно, дать этим молодым архитекторам возможность выразить свое видение. То есть мы хотим и для себя получить какой-то результат, и дать возможность молодым архитекторам проявить себя. Задача, которая ставилась перед организаторами и перед участниками, была достаточно амбициозная. То есть задача создать не просто научно-технический центр, в котором бы могли осуществляться какие-то исследования, и который стал бы одним из других, из списка, скажем так, существующих научно-технических центров, но который стал бы уникальным, скажем так, идеальным воплощением того, как такой центр должен быть, и выделиться, да, и, скажем так, дать толчок казахстанской науке, вдохновить не только архитекторов, но и других ученых творить, создавать что-то новое, инновационное и двигать казахстанскую науку вперед. Продуктивности, креативности, последовательности, аналитических способностей, способности мыслить широко и в определенной степени философски. Хотелось бы получить не просто интерпретацию существующих мировых аналогов, не просто очередную копию картинок
с интернета. Хотелось бы получить новую философию научно-технического центра, новое его видение именно пространственное. Я повторюсь еще раз, с точки зрения того, как ученые в этом пространстве будут между собой взаимодействовать, как будут осуществляться сами исследования, потому что есть, скажем так, консервативный взгляд, что должна быть лаборатория, где ученый будет сидеть, работать только над своим проектом, ему никто не будет мешать. Есть более современное видение, когда все ученые работают где-то в одном общем пространстве, постоянно обмениваясь идеями между совершенно разными направлениями, между совершенно разными науками. На мой взгляд, современная наука интересна и хороша именно этим, тем, что она стала не замкнутой сама в себе, в каждое направление само по себе, а именно междисциплинарными связями и так далее. На мой взгляд, вот это как бы будущее современной науки. И хотелось бы, чтобы, в частности, вот это направление тоже прозвучало в мыслях наших участников. Ну, первое я уже говорил. Постараться сформулировать идею не на уровне скульптурного понимания того, какая должна быть форма, а сформулировать идею в виде абстрактной философской какой-то формулировки, которая должна включать в себя основные принципы того, как должен выглядеть и как он должен, скажем так, даже не столько выглядеть, а как он должен работать, этот центр, как он должен организовать пространство для ученых. И потом уже от этой идеи отталкиваясь, формировать облик. Почему это важно? Я уже говорил, то есть важно, чтобы была не только красивая картинка, но и интересное содержание. Если у вас нет идеи, то содержание рассыпется на отдельные какие-то идеи, которые вы где-то, может быть, увидели, осознанно, неосознанно применили и так дальше. Если есть какая-то общая философия, общая мысль, которая собирает все вокруг себя, то и проект получится цельным, интересным и, ну, скажем так, инновационным. Да? Это может быть несколько забитое слово, но тем не менее, думаю, в данном случае правильное. Что бы вы хотели посоветовать использовать участникам своих обзоров? Ну, кроме обязательных атрибутов, которые без того понятны, которые будем говорить на отдельных встречах, связанные с подачей, с тем, какой материал располагать на планшетах. Я хотел бы ребятам посоветовать, во-первых, не забывать про то, что картинка и общий вид – это, конечно, важно. И подкупаем, конечно, прежде всего мы именно этими изображениями, но не забывать и про остальные. Не забывайте про генплан. Часто, особенно начинающие архитекторы, отдают ему меньшую роль, чем он того достоин. Не забывайте про разрез. Не только начинающие, но и, к сожалению, продолжающие архитекторы часто забывают про то, что проектируя, мы в первую очередь часто проектируем даже не внешнее пространство, а внутреннее. Важно то, как здание выглядит снаружи, важно для тех, кто в него не заходит, для тех, кто проезжает мимо, для обывателей. Для ученых, для которых мы, собственно, этот научный центр делаем, будет важнее, как пространство будет организовано внутри. И если это будет простая нарезка этажей, то вряд ли получится создать какой-то интересный эффект, вряд ли получится создать то вдохновляющее, интересное пространство, о котором мы вот с вами говорим.